Так, ребята, всем привет! Сегодня у меня вот такой вот автомобильчик в работе. Это у нас RAV4. По-моему, если мне не изменяет память, 2010 год выпуска. В общем, машинка немного поджирает масло. Ну как немного? Почти что литра 2, наверное, от замены до замены, как хозяин говорил, она кушает. Вот. Это уже такие большие параметры. Делал я уже ей входящую эндоскопию. Нагара очень много в цилиндрах. Ну, так, в принципе, цилиндры в хорошем состоянии. Ханинговка присутствует отличная. Маслосъемные колпачки не текут. Ну, видно, что нормальные они. Вроде бы там не сапунит, ничего такого. Маслянистости никаких я не видел. Ну, а так, тачка вот такая вот. Это у нас... Она вроде бы была на российском рынке, продавалась. Это то ли питерская сборка, то ли что-то типа такого. Когда у нас были нормальные отношения с дилерами японскими, вот эта тачка продавалась, в принципе, она дилерская. Вот. Пробега на ней, да, в принципе, херня, 139 тысяч всего. Вот. Мало этого очень пробега, по сути. Но уже как бы масло хавает. Ну, это тут, может быть, она на плохом масле ездила, либо, ну, скорее всего, на плохом масле. Будем переходить сразу на Molegrin 5W30, премку сразу же. И сегодня я буду делать раскоксовку ей с помощью сквида. В принципе, на этом все. Сейчас будем проводить данную процедуру. Сначала будем отмывать сейчас масляную систему с помощью сервис-лайновской химии. Буду испытывать премку как бы при раскоксовке. Так, бенза у нас мало очень. Что-то хозяин у меня не заправил. Забыл ему сказать. А бензин нам нужен. Сейчас поеду заправлять буду. 20 литров бенза. 20 литров нам хватит, чтобы поколмотить примерно два раза по часу на больших оборотах. Вот. То есть надо будет, чтобы у нас был бензин. Ну и вообще как бы бенза тут очень мало, конечно. Сейчас поедем на Туймаду нефть. Зальем банку биджихи химии вместе с этим, с топливом. И будем мыть уже конкретно на ядреной смеси, как говорится. И впуск будет чиститься, и клапанишки. Ну и это заодно, это все действия мы сделаем сейчас перед раскоксовкой. Масляную систему помоем, немножко размягчим все это дело, шлаки, а потом подключим сквида и уже будем конкретно химией все это делать. Вот такие дела. Все, равчика я загнал. После часа колмачения сливаю сейчас масло. После работы химии и сельки масло сейчас будет черное, капитально. Немножко вот так. На больших оборотах она сейчас стояла, работала. Вот такое масло. Я думаю, видно, что черное. Первый цикл промывки мы сделали. Сейчас буду подключать специальное оборудование. Вот. Тут у него немножко видно, что потеки масла идут с коренного. Коренной бежит у него уже. Вот. Ну, хозяин говорил, что бежит коренной. Коробку надо снимать. Замену делать тоже. У нас пока такой возможности. Ну, не знаю, может и возьмемся. Посмотрим. Я думаю, возьмемся. Так, заливаем маслица. Второй цикл промывки низа. Ну, это будет у нас уже после сквида.
Сейчас мы будем подключением оборудования заниматься. Подключим сквид. Сейчас сниму дроссельную заслонку сразу. Почищу тоже ее. По-любому она грязная. Вот. Вот этот район сейчас разберем. Снимем патрубки, подключим подогреватель. Вот так вот подключил все оборудование. Это у нас специальный контроллер управления, который будет управлять стартером. Вот он заводит, короче, по сути. Так, все, пошла жара. Это кратковременно можно прокрут делать, а это он будет делать по каждому этому 58 секунд. Каждую минуту, что ли, он будет делать прокрут. Вот. Ну и тут, короче, все запрограммировано. Он будет делать как ему надо. Вот, пока я это все дело отключу. Вот, все. Сейчас задача наша такая, что гринольчик мы сейчас зальем. После часа. Сейчас сначала дадим машине прогреться. Сейчас все утеплю. Вот. Ну и все. Будем потихоньку раскоксовкой заниматься. Ну все, вот так вот выглядит подготовленный автомобиль для раскоксовки. Сейчас будем подавать через час туда химию. И будет она у нас стоять 6 часов на подогревателе. Вот такие вот работы произведены. В общем, что хочу сказать про эту машинку. В общем, двигатель здесь стоит у нас 2,5. Это у нас АР движок. Этот двигатель у нас ставится на Camry, на тот же самый Harrier движок. В общем, двигатель очень сложен в раскоксовке в том, что у него есть нюансы. Такой движок нельзя демиксидить. Такой движок нельзя использовать какую-то агрессивную химию и все такое, потому что можно вообще положить двигатель на ура, так сказать. Вот, поэтому применяется вот такое вот средство. Это у нас противодавление. Происходит декарбонизация вот этого вот, в общем, лакоотложения слоя. Вот такая вот специальная приблуда. Называется сквид. Технология эта американская. Придумал ее компания BG в свое время. То есть BG-шка. Вот она сейчас, прошло время. Она провернула цилиндры. И получается, противодавлением она сейчас шевельнула кольца. Ну и как бы произошло как бы то, что она противодавлением выплюнула с одного цилиндра в другой всю эту грязь. Сейчас надо будет добавить еще немножко химии. Ну и как бы и вот так вот каждый раз добавляешь химозу. Она сейчас будет мыть и верх клапанов, впускной коллектор. Выпуск тоже чистится. В общем, здесь происходит полностью комплекс, можно сказать, по очистке двигателя. Вот. Тем-то оно и хорошо. Чем хороша эта процедура? Да, скажу тем, что вот двигатель, допустим, прошел всего 100 с чем-то там 130 тысяч, 150, да, у него уже есть этот лакоотложение, карбон, вот, кокс, все маслоканалы как бы подбитые. Происходит это в основном из-за того, что начинают подтекать немножко маслосъемные колпачки, масло начинает гореть в камере сгорания и начинает потихоньку накопительный процесс вот этого всего дела, ну, кокса, да. Потом поршня совсем забиваются, маслоканалы забиваются и происходит масложор. То есть компрессия падает в каком-то цилиндре. Здесь это второй цилиндр, по-моему. Там компрессии поменьше. Вот. Ну и в принципе, что и происходит. Процедура данная полезна не только для старых двигателей, но и как бы двигателей, которые пришли контрактные с Японии. Почему? Потому что эти двигателя тоже уже с пробегами по 150 бывают пробеги.
и бывают, ну, чуть меньше, 80 тысяч. То есть там по-любому уже есть нагар. И этот нагар ничем как бы не смыть простыми какими-то раскоксовками. Если совсем подходить профессионально, то можно вот таким вот образом все это дело отмыть. Поэтому вещь очень хорошая. Как бы у кого машинки уже с большими пробегами по 170, по 200, приуса, особенно 30-ки сейчас страдают. 20-е приуса уже, конечно, там уже НЗ совсем им плохо. Но в принципе имеет место быть. Некоторые двигателя, если в хорошем состоянии, то это все поможет. Да, в принципе, под эту процедуру подходит любой автомобиль с 2010 года выпуска примерно. 2010, ну, по 10 лет машине, которым им нужна и необходима, по идее, эта процедура. Вот. У нас, конечно, никто это не делает. Все ездят, пока уже совсем масло типа двигатель жрет, не знают, что делать, берут, продают машины, либо ставят контрактные мотора. Хотя контрактный мотор поставить, это стоит не дешевле, чем сделать вот такую вот процедуру. В принципе, эта процедура стоит где-то от 30 до 50 тысяч рублей на данное время. Ну, смотря как подходить к делу, сколько химии использовать и все такое. То есть все можно, в принципе, посчитать по факту. Вот, ну, мы не знаем исхода. То есть я сейчас же не знаю, сколько мне надо потратить химии, чтобы был идеал. То есть если будет грязненько, я буду домывать еще будет использоваться химия. Поэтому как-то так, в общем. Немножко рассказал вам про раскоксовку сквидом. Вот уже карбончик. Вот уже трубки грязные. Вот такая грязь оттуда отходит, выходит. Цилиндров. Также она в сквид попадает. Ну и так вот между цилиндрами ходит. Сейчас время пройдет, он ее еще раз провернет. Так вот это все работает. Результаты. Вот такой чистый поршень, почти как новый. Там кусочек лежит какой-то, но он выгорит. Вот так вот видно плохо, конечно, через эндоскоп, там сейчас испарения идут. Ну а так, да, отмылось хорошо прям. Клапана тоже все отмылись, камера сгорания чистая, в принципе. Так вот, в общем. Надпись буква Б есть. В общем, отмылись хорошо. Нагара уже нету, как был слой карбона. Вот он, даже буква 3. Ну вот, прошел у нас с раскоксовки двигателя. Все собрал. Масло залил свежего. Сейчас пока что буду пробно заводить. Минут 10 поработаю, буду сливать масло и поддон буду скрывать. Такие вот дела. Поддон скрою, все промою там и буду обратно ставить все. И на этом все. Заливаем свежее масло, и процесс раскоксовки у нас закончен. Ну все, первый запуск произошел. Так жестко она у нас дымит, машина. Сейчас все это будет выгорать. Сейчас я пару раз газану.
чтобы все вышло. Пусть пока поработает. Минут 10, не больше. Не будем загоняться. Ну, сейчас двигателю легче будет. Все это выходит с него, все дерьмо. Вот, это все дерьмо вышло с него. Вон сколько. Дымит. Вот. Зачистить сейчас поддон. Посмотреть, как все помылось там. Вот. Вниз. Еще раз залью промывочного масла. Еще на час работы цикл. Прокалматит она у меня. Все это выгорит. Остаточное, оно все выгорит сейчас. Все, что с катализатора повылетает. В общем, час работы еще. Сейчас я его на оборотах. Она у меня постоит, поработает. Ну, это самое. Потом сливаю, заливаю масло свежее, и все. И машина, в принципе, готова на этом. Вот, буду заливать уже свежее масло. Нормальное. Получается у нас 3 цикла промывки маслом. Это вот перед работами, потом в процессе работы масло залил, чуть-чуть поработало. Еще раз сейчас сольем. И 3-й цикл, это последний. Заливаем уже тоже со 109-кой премиум. Поработает час. Потом сливаем и заливаем уже свежее масло. Вот. И буду накладывать еще специальную химию Валена СВ. Ну, вот такой вот результат, в принципе. Все чистенькое. Вот. Еще будет мыться на раз. Сейчас буду заливать. Сейчас поддон краску сниму. Еще будем промывать SL-очкой. Двигатель, в принципе, движок чистый вообще отовсюду. Цвет такой нормальный. Но еще буду промывать сейчас. Вот это чуть-чуть есть, оно помоется. Ну вот, произвел процесс раскоксовки. Все, машина работает, пока обороты повышенные. Сейчас все выгорит с нее. Сейчас пока работает на старом масле. Ну, то есть на свежем масле с SL 109 премиум. Сейчас будем вымывать все остатки там. Ну и все, в принципе, на этом. Тачка сейчас все это остаточное выгорит. Можно будет отдавать клиенту. Вот после последнего цикла промывки масло вообще как заливал свежее, так оно и сливается, короче, все уже. Никаких отложений, ничего нету, все чистенько. Смыло все почти что. То есть движок как новый. Все, в принципе, аэр у меня готов, раскоксован. Залил туда свежее масло, уже Moly Green 0V20. И вот сейчас последний компонент залью сюда, присадочку, очень хорошую, которая поднимает компрессию. Вот. Ну и как бы делает двигатель, немножко работу двигателя мягче. Сейчас сделаем диагностику, подключимся, посмотрим, как у нас дроссель работает, как у нас цилиндры работают. Ну и все, в принципе, на этом. Будем отдавать клиенту. Машинка работает на оборотах ниже 1000. Все хорошо. Как положено, в общем-то. Никаких шумов нету, ничего. Раскоксовался очень даже хорошо. Так. Заслонка у нас порядком 14,9. Параметр идеально 14,9, как и должно быть. Так, по воздуху у нас
нормально, в районе 2,5 почти в идеале. Так, EGR у нас показывает в норм. Коррекции. Так, посмотрим сейчас. Ну, коррекции в принципе норм. Вот. Что еще у нас тут по цилиндрам? Свечки нормально работают. Пропусков по зажиганию не вижу. Вот пропуски по зажиганию по нолям. Это значит, работа цилиндров у нас в норме. Вот. Вроде все хорошо. Так вот сегодня и завершил я работу с RAV4. Заливаю Валену СВ. Вот заливаю присадочку в двигатель на свежее масло. Блин, маленько пролил, ничего. Дополню сейчас я их. Ну все, за тачкой можешь приезжать. Двигатель шепчет. Все хорошо. Так вот раскоксовал сегодня аппаратик. В общем, заключительную эндоскопию не стал делать, потому что времени уже много. Как бы час ночи уже почти что, короче, уже и спать охота, и устал. Вот, весь день я сегодня провозился с этим равчиком. Сейчас хозяин приедет, заберет. В общем, машинка раскоксована. В принципе, через неделю я его скажу, чтобы он приехал на повторную эндоскопию. Ну, там мы как раз и снимем, насколько чистая у него стала камера. Вот. Ну, в принципе, в эндоскопию видно. Я на телефон немножко подснял. Ну, там видно, что с парами, короче. Пары, когда шли, очень плохо видно камеру сгорания на телефоне. Вот. Ну, а сейчас, когда он приедет через неделю уже, когда у него сухенько будет, все хорошо. Все приработается, как бы. Ну и посмотрим, насколько у него уже стала чистая камера сгорания. В общем-то, вот такие дела. Ну, двигатель помыл хорошо, речи нет. И низ помылся хорошо. То есть маслоприемник я тоже снимал. Никакую краску ничего не подняла. Вот. Но помыло очень хорошо, достойно. Потому что этот, я еще раз говорю, двигатель надо очень аккуратно, с раскоксовками. То есть АР такой двигатель, можно его и хлопнуть. Поэтому деликатную раскоксовочку сегодня сделал, аккуратненькую. Ну и добился нормального, в принципе, успеха. Двигатель мягко работает, хорошо прям. Вот. Ну и если что, ребята, обращайтесь. Camry, Sai, вот такие машины с аэрами. Тот же самый Wildfire. Где еще стоит? Альфард. Харки. Равчики вот такие. В общем, много где стоит этот двигатель. Если кому надо, без проблем могу раскоксовать. Вот. Химии улетает очень много, сразу говорю. То есть, ну все, равчика отпускаю домой. Прошел он у меня сегодня раскоксовочку, все хорошо. Вот такой у меня сегодня день. В час ночи закончил работать. В 10 начал, в час закончил. Но зато тачка поедет сейчас нормально. Все. А мой бедолага сегодня подзамерз. Сейчас будем его загонять домой. Весь день сегодня почти калматит. Машинку продаете еще? Мазда за 340. Я подъехал прямо. Че кто уже занял-то это? Наши пацаны. Че спишь-то поставил? Я спейси. Купил, продал, салам закинул на группы. Ушла с это, если не перешкурили купы. Че там по варикам, ты говори сразу краями. Смотри пороги, брат, пока я толщик расчехляю. Пробей по боту, там походу расчетов на 2. Да запомню и так
А главное, что не тотал. Кузов там-сям, в сервисе спиздили коты. В багажнике вода, так по факту все пиздато. Как так, там на крыше шпакля скоро треснет. Сейчас оттампоним и закидывай в группы за 200. Алло, мой собственник. Да посылай ты нахуй хвостиков. Ехали долго, всей семьей под балконом морозили. Купил, продал, забыл помыть, уехал так. Забрал колеса лето, из багажника домкрат. Торганули на пятак, ну чё там пороги. Да отбой тут походу ПТС залоги. Купили подешевле, продали подороже. Солярисы, Приоры, Жиги, БМВ и Порше. Город засыпает, пока купы ищут варик. Город просыпается, Алло, уже забрали. купили подешевле, продали дороже. Солярисы, Приоры, БМВ и Порше. Город засыпает, пока купы ищут варик. Город просыпается, Алло, уже забрали. Я тебе отвечаю, не бита, не крашена. В связи с покупкой новой машины продажа. Однохозовая, из-под деда стопудово. Пробег чисто по городу, от работы до дома. В салоне не курили, брат, тут почти стерильно. Все цивильно, на мобиле, без рыжиков и гнили. Пружины отпилили, чтобы задушило видом. Чтобы в арке колесо и сверху резины не видно. Коробка часики, в легкую 200 по трассе. Расход прекрасен, даже масло не вожу в запасе. Кузов на керамике, вот только обновили. Как только салона купили, всегда на стиле. А так по классике на басе все проклеено. Сам попробуй прокатись и убедись на деле, брат. Только договор будет не на мое имя. Бабки наликом сейчас, ну все чё, счастливо. купили подешевле, продали подороже. Солярисы, Приоры, Жиги, БМВ и Порше. Город засыпает, пока купы ищут варик. Город просыпается, Алло, уже забрали. купили подешевле, продали дороже. Солярисы, Приоры, БМВ и Порше. Город засыпает, пока купы ищут варик. Город просыпается. Алло, уже забрали. Алло, я вот подъехал возле машинки. Я же знал, что дрова, 2200 вложили, 270, прямо сейчас налик. Закидывал, блядь. Группу продам 240 закидывал.